В начале очередного заседания суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров помощник судьи Эсма Аргуния доложила о явке. Адвокат Аслана Блабба Тимур Топагуа не смог присутствовать, просил провести заседание без него. Также в очередной раз не обеспечена принудительная явка троих свидетелей. Определение суда о принудительном приводе свидетелей Авицба Кристины Родионовны, Агарба Тенгиза Алмазхановича и Джопа Алхаса Вадиковича надлежащим образом не исполнено. О причинах неисполнения определения суда неизвестно. Коллегия судей допустила к освещению процесса учредителя информагентства Аяша Ранисфу Аршба. Ей разрешена фото- и видеосъемка. Предыдущее заседание было отложено, так как для исследования диска с видеозаписью беседы подсудимого Димура Ахалая с председателем СГБ Робертом Киут в ходе предварительного следствия необходимо присутствие переводчика. Валентина Халбат внимательно слушала записи и переводила те части, где собеседники переходили на абхазский язык. Может, на самом деле кому-то он дал какой-то, там, его знает, если кто-то знает, у кого эта машина стоит, не понимаешь, и кому-то он отдал, может, я тебе просто... Я уже поговори с ним. Спроси. Ты понимаешь, ты мне скажи, я тебе говорю, еще раз говорю, я хочу сейчас все рассказать для того, чтобы понять, готов ты встретиться с ним или готов. Потому что ты понимаешь, я должен убедить всех в этом. Если я принимал решение, можно уже давно бы это сделать. Я должен в первую очередь прокуратуру убедить, что это надо. Понимаешь? Что это нужно. Там пустой разговор не должен быть. Там должен быть содержательный разговор. Ты его должен и сказать, слушай, так дело не пойдет. Если он на тебя положил, на всех положил, на всю свою семью положил, это уже понятно, это его проблемы. Надо у людей публики, понимаешь? В ходе разговора Роберт Киут также расспрашивает Димура Ахалая о пребывании у него дома подсудимого Беслана Бганба и о том, хромал ли он. Жанна Мулигар сидит на усталости. Когда там за этой ходил вообще подробно. Я свалил, я сам мандарина сочетался. Несчастный, я за мандариной ходил, ездил. Он остался на квартире, где деньги получается. Ну, 2-3 дня, короче, да. Я 2-3, короче, задушен. Ну, ты дома был тогда? Я, короче, когда он уезжал, я помог. Он спустился, уехал. Ничего мало, ничего не было. Нет, ну, короче, По окончании исследования видеозаписи подсудимые братья Ахалая прокомментировали услышанное. Видеоматериала, то, что мы сейчас посмотрели, если гособвинитель, как я понимаю, предоставляет это как человека, якобы я имею отношение к той машине, которая была куплена в октябре, которая сожженная. Здесь четко говорится, здесь я к этой машине отношения не имею. Это год после происшествия вообще это общение было, беседа с председателем. Здесь говорится и цена, там аж 230 или 225 что-то такое, здесь 180 и время, и цена, и сама машина ездит. Здесь, да, на самом деле была встреча с ним, пока увиделись с ним. Дальше, где мы увиделись, там же везде же прослушали, там камеры вот так висят. Продолжение где? Руслан Львович, я вот хочу узнать, где продолжение, где с ним беседовал. С ним встретился я, кстати. Просто как можно показания давать, как после того, как меня задержали, я показания не даю, потому что в нагло здесь человек стоял, врал, что вместо аудио А4 говорит Марк 2. Какие пояснения просто пока, почему молчим? Это уже на время сторон уже обширно скажем все. Адвокат Автандил Чкадуа спросил, как называется данное следственное действие, и попросил огласить постановление следователя, санкционирующее видеосъемку, где были бы четко обозначены цели и задачи данной беседы. Мы просили бы, пожалуйста, огласить постановление следователя и какие задачи были поставлены оперативному работнику. Потому что из самого прослушивания мы видим здесь, это похоже на допрос, это похоже на какие-то приказы. Он требует от него выясни, посади их на какую-то точку и так далее, и так далее. В связи с чем, пожалуйста, у нас нет определенного понятия, для чего было назначено данное следственное действие. Я хотел сказать, чтобы защита не переживала в этом плане. Мы вот буквально после оглашения вот этого протокола и прослушивания этого диска
хотим по этапу как раз таки значит, представить результаты оперативно-розыскной деятельности, связанные с вот этим конкретно оперативно-розыскным мероприятием, то есть аудио-видеоконтроль лица. И эти документы, о чем говорит Автандил Иванович, мы огласим и постановление, и справку, меморандум, и все те необходимые, то есть то сопровождение оперативное, которым было предоставлено это доказательство органу предварительного следствия. Суд ходатайство защиты не удовлетворил, но гособвинители, согласно собственному плану исследования доказательств, огласили документы, санкционирующие данное следственное мероприятие. По окончании оглашения стороны обменялись комментариями. Я понял, что были два постановления самого председателя, председателя службы безопасности и постановление Гальского суда. Почему Гальского тоже секрет, наверное, почему в Галле это все происходило. И вот третье, о чем идет речь, постановление дознавателя. Если уголовное дело возбуждено, где постановление следователя? Он руководитель. Так здесь непонятно, кто кому поручил. Председатель сам себе на себя выписал постановление и поручил провести это мероприятие. Непонятно. Поручение, о котором вот здесь мы говорим, оно было направлено в службу государственной безопасности руководителем следственной группы Ломя Нартом Геннадьевичем. В материалах также имеется согласование, как это положено, с органом предварительного следствия, с оперативных служб о проведении конкретного оперативного мероприятия. И только лишь с согласия и по поручению руководителя следственной группы стало возможным проведение такого мероприятия. Никакой самодеятельности здесь органы, в данном случае госбезопасности, не проявляли. Изучайте дело и все увидите. В первом томе есть эти все поручения, которые были направлены в различные структуры. Поручения. И никакого постановления следователя о проведении определенного, это в первую очередь было сделано для предотвращения утечки информации различным структурам, в том числе и было сделано в Гальский районный суд. Никакого запрета направлять в Гальский районный суд материалы закон не предусматривает. Суд удалился на перерыв, а после заслушал заключение судебно-медицинской экспертизы в отношении одного из потерпевших Шамиля Авицба и протокол проверки показаний на месте Дамея Авицба, свидетеля, который одним из первых оказался на месте преступления и видел уезжающие машины. Защита и обвинения обменялись комментариями. Эти следственные действия, проверка показаний на месте Авицба Дамея, были проведены буквально по горячим следам после совершенного преступления. Здесь он был допрошен спустя несколько лет после совершенного преступления. И как в ходе допроса, так и в ходе проверки показаний на месте, как сказал Ахалайдата, он сказал, что госномеров на автомобиле, на котором уехали преступники, он не видел. Спустя несколько лет здесь в судебном заседании он называет не только цифры, но и буквы, достоверно говоря якобы о том, что он это видел. Он нам продемонстрировал, если вы помните, значит, свою переписку в режиме по горячим следам, именно после совершенного убийства, переписку с уполномоченным лицом, оператором управления государственной автоинспекции, где конкретно спрашивает и говорит, и пишет и номера, и буквенный набор, и, значит, цифровые показатели этой автомобиля Марк-2. Поэтому, то есть, та объективная причина, по которой он не сказал, тогда не заявил о номерах, и здесь это не видно действительно в протоколе показаний на месте, это тот факт, что он не хотел, значит, говорить о том, это он сам сказал, это не я говорю, о том, что имеет, будучи не сотрудником, значит, на тот период, что он имеет доступ к этой информационной базе. Он все описал, цвет машины, марка машины, весь этот описывает, приходит к следователю, дает показания, четко и ясно. Хотите еще раз зачитать? Номера не смог разглядеть. Прокурор Даур Амичба огласил ответ на запрос по номеру телефона свидетеля Чолария, а также ответ из наркодиспансера о том, что ни Беслан Бганба, ни Эрик Чкадуа на учете в медучреждении не состояли. Обвинение также ходатайствовало об оглашении протокола прослушивания фонограммы разговора подсудимого Чкадуа и свидетеля Чолария, однако суд отклонил ходатайство. Прокуратура в очередной раз заявила принудительный привод троих свидетелей Авицба, Агарба и Джопуа и просила напомнить сотрудникам МВД об ответственности за неисполнение и непредоставление сведений о причинах неисполнения.
исполнения. Следующее заседание состоится 16 августа. Надежда Боровикова, Саида Гухава, Абаза ТВ.